Водоканал Якутска работает уже более 80 лет. Численность работников сегодня составляет 1104 человека. Из них больше 800 человек занято в производственном процессе, обеспечивая бесперебойное, качественное водоснабжение и водоотведение в Якутске. За последние 5 лет водоканал реализовал крупные проекты на территории Якутска и некоторых районов республики. В столице проведен ремонт 2 канализационных коллекторов. Завершается строительство нового водоузла и канализационного коллектора номер 3. Объекты водоснабжения и водоотведения за последние годы запущены в работу в Жатае, Покровске, Хангаласском улусе и в селе Верхневилюйск. Совсем скоро завершается строительство водоочистной станции в селе Сунтар. Водоканал – это не только километры сетей и сложные сооружения. Это прежде всего люди, настоящие профессионалы, те, кто каждодневным трудом заботится о благополучии и комфорте наших горожан и вносит свой вклад в развитие региона. Знакомьтесь, рядом со мной находится начальник водозаборных и водоочистных сооружений Денис Александрович. Здравствуйте. Здравствуйте. И если быть точнее, то мы находимся сейчас на той точке, откуда стартует работа всего нашего водоканала. Это правильно или… Совершенно верно. Совершенно верно. Расскажите немного о том, что находится под нами и за нашей спиной. Мы находимся на насосной станции первого подъема, откуда мы берем исходную воду. То есть глубина 28 метров колодцев, где установлены 4 насоса. 2 рабочих, 2 резервных. То есть 2 рабочих насоса отправляют воду на водоочистную станцию. То есть достаточно, в принципе, просто, да? Вот отсюда мы забираем воду, Да. и туда отправляем. И отправляем на водоочистную станцию. Вот здесь, глядя вот сюда вниз, да, то есть саму работу мы не увидим, потому что это действительно очень глубоко, правильно? Это очень глубоко, 28 метров. Вы сказали, что в принципе, если говорить о том, что насосы у нас 2 рабочих, 2 запасных, то есть никаких форс-мажорных обстоятельств Быть не может. Быть не может. Здесь Быть не все, может. в принципе, под контролем, да? Все под контролем, все автоматизировано, здесь даже людей нету. Автоматизированно вода подается, оператор сидит и наблюдает за работой насосов. А бывает ли такое, что совсем, если на реке мелко, что в этом Ну, случае делать? Такого еще не было. Такого еще не было. То есть Поним- воды достаточно? Понимаете, что для вашего понимания дно ковша затона находится ниже дна реки. То есть вода по-любому скатится сюда. И мы получим. Всегда, да? Да. Испытано на себе. Мы находимся в комплексе водозаборных и водоочистных сооружений. Именно здесь происходит очистка воды, которая поступает к нам с реки Лена. В течение суток, каждые 2 часа, работники лаборатории берут пробы воды для того, чтобы можно было, конечно же, определить ее состав и понять, сколько же реагентов нужно добавить для ее очистки. Ну а мы, жители столицы, уже потом получаем из нашего крана совершенно чистую, а даже полезную воду. Знакомьтесь, это Вероника Иннокентьевна. Она является химиком-аналитиком лаборатории водоканала. И именно она руководит процессом того, что происходит здесь, в лаборатории. Расскажите, пожалуйста, чем сейчас мы будем заниматься и для чего происходит этот процесс? Как пришла проба, мы определяем остаточный хлор на питьевой воде, так как хлор быстро улетучивается. Кристина Дмитриевна вам покажет. Хлор определяем методом титрования. Хлор мы проверяем каждый час, остальные показатели мы проверяем каждые 2 часа. Это необходимо для того, чтобы понимать, насколько… Мы мониторим каждые 2 часа все показатели, химические показатели, которые должны и соответствуют по требованиям Санпин. Это все в идеале, это должно быть вот в этой норме, это безопасно для жителей. Если вдруг у вас показатели выше или меньше, то это что означает? Но у нас обычно такого не бывает, но технологи тоже мониторят за нами нашу работу. Добавляем для этого калий йодистый, ацетат буферный и крахмал. Ядометрический метод
То есть вода сейчас должна окраситься в синий цвет, и потом мы, когда будем добавлять сульфат натрия, он должен обесцветиться. И таким Мы методом, видим, да, Ага. получилось. да, таким методом, методом расчета мы определяем, сколько у нас сейчас на данном моменте остаточных хлор. Ну вот среди людей часто говорят вода хлорированная, в ней много хлорки. Вот, ну как-то вот мы часто можем слышать это, да? На самом деле это не так, да? То есть люди думают, что вот если они ощутили какую-то сухость, да, на теле, да, они говорят хлорированная вода, слишком много хлорки, или чувствуют некий запах. Может ли простой обыватель, простой человек вот реально вот так вот по запаху и по ощущениям по коже определить наличие хлора в воде? Но по органолептическим показателям невозможно определить, сколько на данный момент имеет вода остаточный хлор, но у нас ежедневно, ежечасно определяется остаточный хлор, мониторится и отвечает требованиям Санпина. По итогу проведения анализа содержание хлора соответствует норме. После отбора пробы воды мы проводим ряд анализов, таких как остаточный хлор, запах, привкус, цветность, мутность, алюминий, железо, окисляемость, щелочность, водородный показатель. Ну вот понятно, что алюминий, железо вы проверяете по определенным показателям, да? А что касаемо мутности и запаха, здесь вы это лично проверяете, то есть на себе, да? Да, в том числе мы ее пробуем, мы проверяем запах, запах при 20 и при 60 градусах Цельсия. То есть вы ее прогреваете и затем пробуете? И в идеале она должна быть без запаха? В идеале она должна быть без запаха или допускать 1 балл, но только природная, питьевая не допускается. А по поводу привкуса, то есть вы тоже пробуете воду, и какого привкуса не должно быть или каким он должен быть? Существует 4 вкуса воды: соленый, горький, кислый, сладкий, а также к нему характерно присваиваются привкусы, такие как хлорный, землистый, по характеристике именно привкуса. Привкус воды проверяется нами лично, лаборантами, и мы присваиваем им определенные баллы, но у нас сейчас 0 баллов. По окончанию выполнения анализов мы отправляем данные технологам, а впоследствии они рассчитывают дозу реагентов, добавить или понизить, и для контроля качества воды, чтобы соответствовала норме. Испытано на себе. Итак, мы находимся на станции очистки воды. Денис Александрович, расскажите, пожалуйста, что здесь происходит и по каким этапам? То есть сюда происходит, изначально из станции первого подъема, сюда приходит вода. Вода исходная из реки. Далее сюда дозируются все реагенты. Здесь уже происходит хлопьеобразование. Далее вода проходит через полочные отстойники, где вся грязь оседает вниз, и далее мы ее откачиваем. Потом осветленная вода проходит через фильтра. Фильтр собой представляет 30 сантиметров кварцевого щебня, метр песка, 20 сантиметров уголеантрацит. Далее вода проходит через ультрафиолет, где умирают уже все бактерии. И то есть совершенно уже чистая вода уходит в город? И совершенно уже чистая вода, соответствует качеству Санпина, уже отправляем потребителям. То есть по факту, можно сказать, это сердце, да, водоканала, да, где вот все происходит. Начало. Начало только, начало. Ну вот мы видим, из крана течет
прозрачная жидкость, это реагент. Это реагент, совершенно верно. Реагенты производите вы сами здесь, на месте? Производим мы сами здесь, немножко в другом здании, станции реагентного хозяйства. Также сюда дозируется гипохлорид натрия. Тоже производим мы его сами. Ну, то есть вот, глядя на эту воду, не нужно думать, что вот она, да, вода, которая уходит. Это исходная вода уже с реагентами, и здесь происходит Здесь происходит уже сам химический процесс процесс. очистки. А примерно можно сказать, сколько объема воды проходит через станцию очистки в день? В день, Сутки? в сутки, ну где-то 56 тысяч, 56-60 тысяч кубов. С ума Через сойти. две параллельные линии. Это две параллельные линии. Ага. Очень, конечно, так внушительно здесь. Размеры огромные, объемы огромные. Ну и, конечно, даже немного ноги подкашиваются. Здесь уже осветленная вода. Осветленная. Осветленная. То есть даже визуально уже видно, как она резко меняется отсюда уже в этой Совершенно зоне, верно. да? Вот дальше пройдем, будет все больше видно. И там уже фильтрация и ультрафиолет. Ультрафиолет и насосной станции второго подъема мы отправляем воду в город. Ну, то есть, казалось бы, процесс не столь сложный, да, если говорить это на словах. Ну, Работа лаборатории, работа наших ребят, работа технологов для подбора. Очень сложно подобрать дозу. Река очень часто бывает меняется. То есть цветность меняется, мутность меняется и так далее. то есть поэтому каждый раз нужно брать Каждые 2 пробу, часа да, надо и, брать соответственно, пробу. отсюда знать, сколько нужно тех или иных реагентов. Правильно? Совершенно верно. Ну, можно восхититься, наверное, вашей работой, потому что кто бы мог подумать, чтобы просто для нас, для жителей столицы, открываешь кран и получаешь воду. А на самом деле за этим стоит огромный процесс работы не только людей, но и, собственно, вообще всего водоканала в целом, да? Ну, а если говорить честно, вот можно ли пить нашу воду в Конечно, Якутске можно. из-под крана? Конечно, можно. Я пью, у меня никаких фильтров нету. Я ее пью сырую, даже не кипячу, ничего. Идеальная вода. То есть наша вода в Якутске идеальна. Идеальная. Слеза Швейцарии. Испытано на себе. По правую и по левую руку от меня находятся фильтры. Ну а под нами внизу уже совершенно чистая вода. Хотелось бы, конечно, передать свои ощущения, но действительно, даже немного страшно, когда под тобой просто огромное количество воды. Здесь все шумит, все гремит, но, конечно, это только лишь одно восхищение. Ну как здорово, что у нас есть такой водоканал. Ну и вот она, емкость, где находится уже чистая вода, которая впоследствии отправляется к нам в город. Ну и, конечно, в рамках программы «Испытано на себе» я не могу не попробовать нашу чистую якутскую воду. Как мне говорили в лаборатории, нужно и на запах, и на вкус. Замечательно. После того, как вода была поднята с реки и проведены были все лабораторные экспертизы, уже чистая вода отправляется непосредственно в различные участки нашей столицы. Все это происходит по магистральным сетям, которые находятся под землей. И обязательным этапом транспортировки воды от точки А до точки Б является водонасосная станция, где мы сейчас и находимся. И подробнее о том, какая работа происходит здесь, расскажет нам ведущий инженер службы водоснабжения акционерного общества «Водоканал». Знакомьтесь, это у нас Вячеслав Сергеевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, работа у вас не из легких. И, конечно, сейчас для телезрителей, возможно, будет не совсем понятно, да? Поэтому давайте поэтапно расскажем, зачем вообще изначально нужна водонасосная станция. Ну, водонасосная станция является ключевым вообще моментом в цепочке водоснабжения города Якутска. Она исполняет очень важные такие функции. Наверное, приоритетным и самым основным является это подъем воды, подъем давления воды в магистральных сетях. Главным параметром в зимнее время у нас являются температурные режимы, зачем у нас очень тщательно смотрят машинисты в водонасосных станциях и, соответственно, передают все показатели рабочих параметров в центральную диспетчерскую службу.
То есть по факту именно здесь вы, так сказать, направляете воду в различные районы нашего города, да? То есть самостоятельно вода от, грубо говоря, с места, где мы ее собираем, никаким образом не сможет попасть в квартиры жителей Якутска. Да, все правильно. С водозабора не хватит давления, чтобы подать ее на конечные участки нашего города, и поэтому у нашего предприятия имеется 8 водонасосных станций, расположенных в разных участках нашего города. В принципе, я говорю, стратегическая миссия у всех водоузлов, она одинаковая. Это подъем и подогрев воды. На каких-то станциях у нас имеется дохлорирование этой воды, чтобы чистая вода попала до конечных точек, Подогрев воды происходит только в зимнее время. Ну, понятно для чего, потому что в связи с нашими климатическими условиями не всегда вода может дойти до наших жителей, правильно? То есть в этом случае подогрев. Это никак не связано с горячей водой, которая течет из крана? Нет. Это никак не связано с горячей водой. Для чего нужен этот параметр именно на водонасосных станциях? Чтобы предусмотреть и не допустить аварийной ситуации на магистральных сетях, мы можем наблюдать рабочие параметры этой температуры, и машинист может своевременно и заблаговременно увидеть падение температуры, падение давления, вследствие чего сообщить диспетчеру, и мы уже можем предпринять какие-то меры по предупреждению аварийной ситуации. То есть, по сути, вот в этой всей системе водонасосная станция, как вы уже сказали, играет ключевую роль. Да, все верно. Испытано на себе. Вот мы и узнали подробную информацию о том, как же вода поступает в наши дома. Но мы никогда не задумываемся о том, куда же она уходит. Но ведь она проделывает огромнейший путь, ведь вернуться ей нужно будет обратно в нашу реку Лену. И, конечно, этот путь не менее интересным. Наши познания обычно заканчиваются на сливе воды в раковину, в унитаз, но на самом деле далее происходит тоже интересный процесс. И для этого мы решили посетить канализационный коллектор номер 1. Но перед этим мы обязаны просто пройти инструктаж и поговорить с руководителем группы по охране труда. Это Ирина Борисовна. Здравствуйте. Здравствуйте. Ирина Борисовна, конечно, это не шуточки, да, опускаться в подобные, значит, места. Вот расскажите для начала, что нам обязательно нужно сделать перед тем, как опустимся вниз. Ну, обязательно мы должны провести вводный инструктаж для тех работников, которые не являются нашими работниками. Соответственно, вы должны принять меры безопасности. Это какие-то обязательно спецодежда, средства индивидуальной защиты, это респиратор, каска обязательно, значит, средства защиты, так как вы спускаетесь все-таки на глубину, значит, должны быть дополнительно у вас средства защиты, это привязь обязательно, каска обязательно, и, соответственно, вы должны слушаться того работника, который будет с вами спускаться. Вот такая большая команда работает сегодня вместе с нами, но не все будут спускаться в коллектор. Вот несколько человек обязательно должны быть наверху, это по правилам техники безопасности. Но, собственно, один оператор уже спустился вниз, ну а я готова посмотреть, как же выглядит канализационный коллектор нашей столицы. Поехали! Канализационный коллектор выглядит примерно так. Это, в принципе, небольшое пространство, и по технике безопасности обязательно есть страховочный трос, за который меня сейчас прикрепят. И там, конечно, есть сотрудники, дабы все это дело находилось под контролем. Ну, итак, спускаемся мы по лестнице, я так понимаю. Так, тихо, опс. Вот, пошла. Это только первый спуск, там налево будет еще один. Ну что,
Дорогие друзья, мы находимся там, где мы находимся. Итак, это канализационный... Ой, уже забыла слова. Говорят, что мы спустились практически на высоту двухэтажного дома. То есть, собственно, еще впереди вроде еще один спуск. Очень страшно, холодно, мокро. Ну и, конечно, ароматы вы сами понимаете какие. Но что не сделаешь ради проекта «Испытано на себе». Итак, приключения у нас начались уже прямо здесь, когда мы только спускались. У нас сломался микрофон, но съемки никто не отменял. Ну и, конечно, спускаться туда каждый день мы просто не имеем возможности, поэтому продолжаем работать так, как есть. Знакомьтесь, ведущий инженер службы канализования водоканала Афанасий Харитонов. Афанасий, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, нелегкая у вас работа, сразу скажу, да? Давайте немножко объясним нашим телезрителям. Вообще, вот после того, как мы сливаем уже использованную воду, да, она попадает, конечно же, в наши канализационные трубы. Но канализационная труба имеет, соответственно, небольшой диаметр. Здесь мы видим совершенно другие объемы, да? То есть именно сюда попадают воды со всех квартир и домов нашей столицы, правильно? В центральной части. Получается, мы здесь находимся, в коллекторе 1, которая построилась в 1968 году еще. Вся большая часть центральной части города Якутска вся попадает сюда. Вот это большая, да? Вот это вот и есть коллектор номер один, да? Она получается, начинается от улицы Каландрашили до Хабарова. Под проспектом получается. Ну, то есть большая часть города, она вот здесь. Правильно? Хорошо. И начинается с меньшего диаметра, с 523, и в конце уже 800 диаметр. Уже каждым промежутком она увеличивается. Ага. Хорошо. А вот позади нас это что? Это же очень широкая труба? Это не труба, это канализационный колодец смотровой. Получается, можно с дороги открыть люк. Для ревизии, для обслуживания линии можно тоже с улицы открыть и это все посмотреть. А, это вот то, что мы видим, жители города Якутска, вот такие крышки, да, куда люки. Это вот он выглядит так. Да. Ага. Ну, да, кстати, по объему плюс-минус то и есть, да? И к нему получается и вот врезаны квартиры, как вы говорите, да? Врезки получается, выпуски, опуски находятся. Как часто сотрудники водоканала спускаются вот в коллектор? Каждую неделю 2-3 раза спускаемся, проверяем трубы, в каком состоянии, и саму шахту. То есть целостность труб нигде не течет, чтобы вот это, да? Да, нигде, чтобы ничего не текло и чтобы обрушений нигде не было. То есть эта шахта 68-го года постройки? Да. Достаточно, да, уже старенькая. Сколько? 55 лет, да, можно сказать. Практически, да. Но мы видим, что все в достаточно рабочем, хорошем состоянии, да. В 2021 году были произведены работы по санации трубопровода. Это получается, внутри трубопровода завели новую, пластиковую. А почему нельзя было заменить ее полностью? Заменить, чтобы раскопать весь проспект, это... Долгая история. Долгая история, и коридора не было, чтобы новую проложить. То есть существуют уже и новые технологии, когда вы, получается, в эту старую трубу внедрили новую трубу? Новую, да. То есть мы можем быть уверены в том, что все у нас хорошо с канализацией. Можно сказать, внутри трубы новая труба. Все у нас по новым технологиям. Да. Но и в целом, после вот того, как наши нечистоты все проходят через этот коллектор, далее куда они отправляются? Далее они отправляются в главные насосные станции, которые качают дальше на сливную станцию. СБОС, получается, станция очистки биологической. Как после этого очищается уже в реку.
Да, мы совсем скоро отправимся именно на эту станцию, посмотреть, как все-таки, как вы говорите, все это очищается и спускается непосредственно в реку. Ну а у вас, конечно, работа такая сложная. Спуститься сюда мы на какой глубине сейчас находимся? Сейчас где-то около 5-6 метров глубины, а в конце уже где-то там 10, больше 10 метров будет. А вообще, если взять километраж, сколько километров вот такой трубы проложено у нас под землей? Примерно хотя бы. По всему городу? Да. Больше, не знаю, 200 километров больше. Больше 200 километров, да? Метров, да. А конкретно в этом коллекторе? Километр 300. Километра 300. И за всем этим бдительно смотрите вы? Да, Обязательно. обязательно. А вам тут не страшно? Нет, уже привыкли. Ничего страшного здесь нету как бы. Ну что, дорогие друзья, давайте мы сейчас отправимся дальше. Ну и, конечно, мы должны, самое главное, убедиться в том, что в реку Лена уходит совершенно хорошая, чистая вода. И все-таки мы благодарны сотрудникам акционерного общества «Водоканал», что работаете, усердно работаете, достаточно в таких суровых условиях практически. Но, знаете, мы вам не завидуем, но мы вами восхищаемся. Ну, здесь я уже лихо, можно сказать, переберусь. Опачки. Опачки. Очень лихо. Посидим. Помолчим. Господи ты, боже мой. Теперь самое главное, подъем наверх. Вот там становится страшно. Так, я должна это зацепить за себя же, да? А, меня подцепят. Так, пошла. Оп. Иду. Есть? Пошла. Идем наверх. Опачки. Испытано на себе. Финальным этапом круговорота воды в нашей столице является станция биологической очистки сточных вод. Именно здесь вода вновь проходит многоступенчатый процесс очистки. Кстати говоря, для этого используют живые бактерии. Именно после этого процесса в реку Лена уже спускается вода, которая по качеству не уступает речной. Подробнее об этом процессе нам расскажет начальник станции Альберт Дмитриевич. Альберт Дмитриевич, здравствуйте. Добрый день. Немного расскажите про станцию, как вы работаете и вообще в чем заключается основная суть данного объекта. Стоки с города, сточные воды городские, поступают по двум напорным линиям диаметром 1000 мм. Поступают в приемную камеру, проходит через наши ступенчатые решетки. Там задерживается крупный мусор. А крупный мусор это, к примеру, что может быть? Ну, тряпки там и тому так далее. Вот. Потому что в городских наших сточных водах это всегда присутствует. Попадает. Чтобы он дальше у нас не проходил и не затруднял схему нашей очистки. Вот там две у нас стоят ступенчатые, одна ручная решетка. Вот. Там вот это вот задерживается. Дальше поступает на тангенциально две песколовки. Там оседают неорганические вещества, ну, в основном песок. Далее поступает на горизонтально 4 отстойника. Там неорганические вещества оседают в возвышенном, который находится в состоянии. Там вот ходит скребок, мост, он приямок, скребок, это все скребает, и оттуда уже централизованными насосами уже качает на его сборник. Дальше осветленная вода попадает в приемный резервуар, откуда насосной группой перекачивается уже биореактор. У нас два биореактора, семизонные. В каждом биореакторе находится по 2 аэротенка. В этом как раз в аэротенках, ну вообще в этих биореакторах происходит основная очистка стоков. С помощью вот этих бактерий, да? Вот в аэротенках там выращивается, там подается воздух
турбокомпрессорами. И вот там у нас образуется так называемый активный ил, или как вы называете, живые микроорганизмы. Да. Они сорбируют и окисляют органические вещества на своей поверхности, и тем самым происходит очистка стоков. Вот после этого уже очищенная вода у нас поступает самотеком во вторичные отстойники. Там вот этот активный ил оседает, мы его возвращаем обратно в биореактор. Далее проходит через доочистку, у нас там стоят зернистые фильтра, ну и дальше проходит уже на сброс на реку по сбросному трубопроводу. Многие жители нашей столицы, да, сомнительно так относятся, скептически относятся вообще именно к процессу очистки воды и сливу, да, ее в реку Лена. Постоянно различные бывают, да, такие резонансные, да, моменты, люди обсуждают это дело, и все говорят, что в районе Даркалаха вода грязная. Даже вот купаться там детям нежелательно. Мы сейчас развеем этот миф или все-таки нежелательно? Или в принципе вода там идеально чистая? Чистая вода у нас, вы можете посмотреть, выходит чистая вода. Испытано на себе. И вновь еще одна станция, это, конечно, многоэтажное здание, необходимо перемещаться, все шумит, все гудит, но очень интересно в первую очередь видеть, в каком виде сюда прибывают стоки. Это очень интересно. Пройдемте. Итак, дорогие друзья, под нами находятся сточные воды. Это те самые сточные воды, которые прошли по канализационным сетям, и выглядят они примерно вот так. Да, нам сейчас покажут. Обратите внимание. Вот она, гремучая смесь, да, Альберт Дмитриевич? Сейчас сколько примерно объема сточных вод проходит в сутки? Ну, проектная мощность станции составляет 90 тысяч кубов в сутки. Ну, 4700 кубов в час. Это способность. Ага. Это со всего города? Да. Ага. Ну, то есть вот он первый этап, да? То есть сюда приходит сточные воды? Ну, считайте, сюда, вот потом здесь у нас вот две тангенциальные песководки. Он там очищается и выходит вот туда уже на то, что осадок, ну, не будем, наверное, там это показывать. А так вот то, что основная часть загрязненной воды, вот она и приходит. А примерно все время бывает вот в такой консистенции, да, или в зависимости от сезона иногда бывает, вот она обычно все время такого, да? Да. Ага, хорошо, и следующий этап отправляемся Понятно. дальше смотреть. Находится горизонтальный первичный отстойник. Вот здесь у нас оседает в основном такие вот в подвешенном состоянии неорганические вещества. И здесь вот ходит у нас на тележке мост, который скребком начинает убирать отложившийся осадок приямок. То есть этот крупный мусор, он оседает, да? Да. Это вот, как вы говорили, тряпки, ветошь, Нет, это в основном берется на решетках. А то, что вот здесь, я говорю, вот в подвешенном состоянии они находятся, они же не просто, они могут быть мелкие, они так как по ширине уже, как здесь позволяет, они начинают оседать. То, что плавает вот сверху, вот тоже, значит, он скребает, и тоже это все уходит в его. Альберт Дмитриевич, мы сейчас находимся на самом верхнем этаже, да? И, собственно, здесь прям такой практически бассейн, да? Что за процесс происходит здесь? И мы видим визуально, что он уже отличается от того, что мы видели внизу. Ну да, здесь мы находимся сейчас на биореакторе, вот здесь по левому ряду биореактор Б, там биореактор Их-2, где они разделяются семизонная ступени очистки. Здесь вот сейчас то, что бурлит, это аэротенки.
В каждом биореакторе находится 2 аэротенка. В воде как раз и образуется тот самый активный ил, который основную очистку на себя берет. Вот видите, почему он бурлит. Это сюда подается воздух, вот, и турбокомпрессорами. Благодаря этому организмы, вот, которые растут, они и живут. Если выключить, они... Простым языком, если сказать, значит, вот эта вся грязная вода поступает сюда добавляются живые бактерии, воздух подаются, они размножаются, делают свое дело и образуется у нас ил, да, ненужный. Сюда микроорганизмы не добавляются. Сюда еще не добавляются? Они сами здесь растут. Питаясь вот этой как раз органика, которая содержится в стоках, она ее поедает, окисляет, сорбирует. На этом они живут, на этом они растут, на этом развиваются. Ну вот, собственно, здесь происходит и очистка основная. Потом вот эта очищенная вода уже поступает во вторичный отстойник самотек. Очень интересно. И, кстати говоря, совершенно уже другие запахи, да, здесь? Да. Тут практически пахнет, ну, допустим, как... Землей такой. Да, с землей уже, Да. ну, примерно как в огороде, там, в парнике, как Да. парник. Достаточно влажно, и запах такой уже не такой зловонный, как на первом этаже было, да? Потому что уже вода очищается. Соответственно, даже и в воздухе совершенно уже другие запахи. Хорошо, движемся далее. Мы сейчас находимся на вторичном отстойнике. Здесь у нас 6, 2 в ремонте. И здесь происходит осаждение активного ила, который выносится в биореактор. И мы его возвращаем обратно на биореактор. Когда он оседает, приходит, он потихоньку оседает. Но мы уже можем наглядно видеть, что вода, она уже светлая, практически прозрачная. Но в ней все равно еще есть, да? Так, ну что, смотрим, товарищи, а вот сейчас вспоминаем, какую воду, какие стоки мы показывали на входе и какие стоки мы покажем сейчас вам на выходе. Обратите внимание на то, какая стала вода. Вот она, вода, которая прошла полную очистку. Просто какое-то практически волшебство, дорогие друзья. Мы наглядно убедились в том, что действительно вода проходит многоступенчатую очистку. И я думаю, картинка, которая была до и после, вас убедила в этом. Мы благодарим акционерное общество «Водоканал» за содействие в организации этих съемок. Ведь все мы понимаем, что это стратегический объект. И не каждому человеку возможно попасть сюда. Но мы прошли все этапы круговорота воды в нашей столице. И несмотря на то, что ежегодно в работу внедряется все больше и больше новых технологий, за всем этим стоит большой человеческий труд дружного коллектива «Водоканала». И мы говорим вам за это спасибо. Ведь они трудятся все лишь для того, чтобы у каждого из нас в доме была чистая и полезная вода. И, конечно, для того, чтобы после ее использования наша река никак не пострадала, да и экология всей республики была сохранена. Удачи, увидимся!